Завершился капитальный ремонт пищеблока дома-интерната «Забота» в селении Троицкое. Работы были проведены благотворительным фондом Михаила Гуцериева «Сафмар». На открытие приехал глава Ингушетии. Об этом репортаж Дианы Дударовой. Теперь готовы пылинки сдувать. Работники пищеблока с удовольствием готовятся к запуску пищеблока после капремонта. О таком современном оборудовании работники мечтали много лет. Фатима Тумгоева работает поваром в детском интернате более 20 лет. Мы этого очень долго ждали. Здесь последний раз был ремонт 30 лет тому назад. Капитальный вот такой ремонт. Мы жили в очень тяжелых условиях. Сейчас мы очень довольны, благодарны от всей души. Потому что сегодня работать для нас одно удовольствие. Работы по обновлению пищеблока начались в ноябре 2023 года. Старт был дан благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Гуцериева. Площадь обновленного пищеблока составляет более 500 квадратных метров. Работы здесь проведены масштабные. Строители полностью обновили газовое оборудование, электропроводку, вентиляцию, установили новые окна и двери. В ходе ремонта пришлось целиком демонтировать настенную кафельную плитку, а также заменить напольное покрытие. Поменяли также все водопроводные трубы, обновили фасад, установили козырьки. Все строительные работы подрядной организации были выполнены качественно и в короткие сроки. Особое внимание уделяли и обеспечению безопасности. До кирпича полностью ободрали стены, пол, сняли полностью плитку, сняли. По новой сделали штукатурку, шпаклевку, электрику все сделали, чтобы детям, которые здесь находятся, и сотрудникам, которые здесь работают, было комфортно находиться на этой территории. Последние штрихи подведены. Спустя пару месяцев ремонта пищевой блок готов к работе. На открытие приехал глава Ингушетии. Кухня заготовочная, овощной цех, мясорыбный цех, кладовые, посудомоечная, раздаточная. Махмуд Али Калиматов посетил каждое помещение. Все привезли. Я вижу, в каждом доме. Старая плитка лежала, ее начали специалисты демонтировать. Убрали плитку, убрали стяжку, только убрали стяжку, там еще плитка появилась. Два слоя плитки. Это забава такая. 60 годов. Пищеблок долгое время нуждался в 100% обновлении. Большинство оборудования вышло из строя. Протекали ржавые трубы, окна продували, вытяжка не работала. Необходима была полная замена сетей коммуникации. Своими силами проводить ремонт и просто поддерживать помещение у персонала уже не получалось. Весь этот кафель, стены даже были покрыты уже вот этой гарью, они не очищались, не вычищались ничем, и была проблема. При каждой проверке нас штрафовали, выписывали предписание. Вот. Ну, старая вещь, да, говорят, вот старая покрась, побели, оно вычистится, выбелится. Но не в наших силах это было все. Мы старались, но не получалось. Необходимость создания комфортных условий отметил Михаил Гуцериев в ходе последнего визита в дом-интернат в октябре прошлого года. Умение говорит, значит, деньги, ну, это честь. Да, это честь. Я понимаю, это не значит, что у нас лишние деньги. Но это то место, вот это то место в Троицком, где надо сделать один раз. Воду сделали, канализацию сделали. Отопление здесь работает, значит, надо все остальное один раз сделать, кухню, все заменить, более лучшее оборудование, все и привести в порядок. После ремонта в пищеблоке установили современное оборудование, которое отныне позволит поварам готовить быстро и качественно. Это электрические и газовые печки. Установлены новые холодильники, морозильники отдельно для мяса и рыбы, металлические стеллажи, новые умывальники для мытья рук и посуды. На радость кухаркам и новые кастрюли, чайники, сковородки. Кухонный инвентарь полностью заменили. Большим подарком стала и мощная мясорубка. У нас была мясорубка, она была тоже не в рабочем состоянии, мы мучились. Более 5 киловатт мощностью. В ходе осмотра здания глава республики обратил внимание на вентиляцию, котлы, кондиционеры. Отметил необходимость составить соглашение со специализированными организациями на обслуживание оборудования. На все оборудования, на кондиционеры, на эти оборудование все, на котел, соглашение заключить, договора заключить, на техническое обслуживание, регламент. Кстати, по всем
объектам своим, и ветеранам, везде. Должно быть на все. Вот чтобы он полгода раз примерно, я не знаю, регламент там в инструкции написан, когда его профилактировать. Берете, приходите, и акт состоял. Я заменил 2 прокладки, 2 шурупа, ну, условно я говорю, но чтобы был регламент. При строительстве социальных объектов, реконструкции и проведении ремонта глава Ингушетии особое внимание уделяет вопросу очистных сооружений. Не стало исключением и эта встреча. Поинтересовался у главы местной администрации, куда сливаются нечистоты. Здесь выгребная яма. Да. Значит, вот министрам говорите, не все же на Гуцериеву накладывать, да? Значит, посмотрите, значит, вот там же труба общая уходит туда, очистные. Там жидкие бытовые отходы, они сами по себе, у нас беда с этим. Сколько раз я говорю, любой объект, который мы строим, мы должны, цех сейчас есть, они делают очистные, локальные очистные сооружения. Сейчас завод построить, у нас возможность есть такая сейчас, на любое предприятие, хоть 1000, 5000 человек, хоть завод, у нас будет очистные сооружения, могут ставить. Понимаете, 6 лет без проблем. Потом приходит договор, заключен, профилактику. Продумайте эту ситуацию. Всего на попечении дома-интерната 17 детей с индивидуальными особенностями развития и разными диагнозами. 11 из них лежачие, их кормят с ложки. В столовой питаются 6, питание 5-разовое. Завтрак вот была каша молочная, хлеб, масло, колбаса, сыр, кофейный напиток. На обед у нас будет борщ домашний, тушеная рыба, картофельное пюре, хлеб, сок. Во дворе интерната несколько корпусов. Столовая находится в основном здании, в котором в 2023 году благотворительный фонд «Сафмар» провел масштабную реконструкцию. Подрядчики отремонтировали палаты, кабинеты для медицинских работников, складские помещения и прачечные, кабинеты для развивающей терапии. Также установили новую мебель и необходимое оборудование. Благоустроили дворовую и прилегающие территории, а обновление пищеблока стало вторым этапом. Корпус, который благотворительный фонд «Сафмар» сделал. Все хватает, да. Все. На 100%. Где спать, мыть руки, все остальное. Есть, Да? Всё И удобно персоналу, да? очень удобно. И вторая ситуация была по столовой у вас. Да, по пищеблоку. Тоже сделали. Для всех детей Для всех. хватает. Для всех хватает, да. Неравнодушные жители региона всячески пытаются оказывать внимание особенным детям. У многих болью сердца отзывались непростые условия, в которых воспитанники учреждения находились еще не так давно. Новость об обновлении интерната стала большим подарком не только для работников, но и для всей республики. С 1999 года здесь не проводились капитальные ремонтные строительные работы. Последние средства, которые были выделены на проведение ремонтных работ, это были средства из президентского фонда, из фонда президента России. Это была скважина и водонапорная башня. С тех пор и до прошлого года никакие работы здесь в центре не проводились. То есть мы содержали учреждение в тех условиях, в которых оно находилось. Огромную благодарность хотелось бы выразить руководителю фонда «Сафмар», лично Микаилу Гуцериеву, его представителям на местах Михаилу Тунгоеву, что проведена огромная масштабная работа. Благодаря договоренности главы Ингушетии и Микаила Гуцериева у тяжело больных детей сегодня есть все условия для занятий и комфортного проживания. Махмуд Али Калиматов после осмотра пищеблока посетил палаты подопечных интерната. Он поблагодарил представителей фонда «Сафмар», в частности Микаила Гуцериева, за качественную работу и прежде всего за неравнодушие к участи нуждающихся во внимании детей и большое сердце. Субъекту республики наше повезло, что вот именно вот это соглашение, фонд создали, еще возрождение создали с Гуцериевым. И знаете, он ведь душой болеет. Понимаете? В любом случае, достаток, когда есть у человека, достаток плюс достоинство, вот две вещи ему в жизни дал и отобокбаться. Это не единственный объект, который преобразился благодаря благотворительному фонду «Сафмар». Микаил Гуцериев оказывает всяческое внимание больным детям, медицинским учреждениям. Сегодня на территории республики за счет средств фонда Гуцериева реализуется ряд социально важных проектов. Диана Дударова, Султан Булгучев, Магаз 24.